Здравствуйте, друзья! Наконец-то наше короткое якутское лето наступило. И мы нашу серию летних передач программы «Просто вкусно» на канале Якутия-24 проводим в гостях у замечательного человека Альберта Окрогова на его даче. Я Петр Цыпандин, как обычно, ведущий программы. Со мной Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам в гости сегодня пришел мой давнишний знакомый, человек, которого, может быть, и не нужно сильно представлять, которого многие все знают, Алексей Гольдеров. Леша, привет. Здравствуйте, Алексей. Привет, Да, даже мы с тобой давно знакомы, даже я не знаю, как правильно все-таки, фокусник, иллюзионист или просто чародей? Сейчас поясню. Ага. Фокус – это трюк же, да? Фокус это трюк. Фокус, да, фокус. Вот сделал фокус, Да, типа, да. вот, например, сейчас я тебя научу какой-нибудь фокус тебе научу. Ты покажешь это, Ага. ты фокусник. Ну да, я умею как бы Ты фокус. тоже да. показываешь, Фокусник. умеешь показывать фокусы, значит, ты фокусник. Может быть, А да, иллюзионист Ага. – это тот человек, который зарабатывает себе на жизнь Значит, магией. Иллюзионист. Да. Соглашусь. Хорошо. Иллюзионист Алексей Гольдеров. Леша, так как... Но можно меня называть хоть как. Есть, конечно, некоторые мои коллеги по России, они говорят, не надо называть меня фокусником, не надо меня называть этим. Мне без разницы. Мгм. Я так на всякий случай, потому что в некоторых странах, то есть в странах и другие фокусники в других городах, лучше их называть иллюзионистами. Иллюзионистами. Хорошо. Ну, то есть, как бы это немножко политкорректность мы тут Да. затронули, да? Но не суть. Хорошо. Мы, так как выяснили, первое, всегда забываю это сказать, спасибо, что согласился наконец-то быть гостем. Наконец-то! Наконец-то быть гостем. Долго шел. Да, долго шел моей передачи. Ну, я понимаю, что человек иногда получается, что по времени и все прочее, но тем не менее ты с нами здесь, это замечательно. И так как, учитывая то, что наша программа кулинарное ток-шоу, традиционный вопрос, который я задаю, с чем ты к нам сегодня пришел, и я вижу, у тебя мясо есть. Рассказывай. Традиционное наше блюдо, это будет блюдо с мясом. Мы будем его мариновать и сделаем гриль. Еще я сам из любопытства пришел тут поэкспериментировать. Тут есть жеребятина и... Двух зайцев. Да, и Вот хитрюга. мясо говядина. Знаешь, что здесь Семен Тарбаха будет. Да. Да. Если не получится, можно свалить на него. Итак, с чего начинаем? Сперва мы начинаем С розжига, да? с розжига, да? Да, ну то есть я смотрю, нас ты тут и хороший угли так гриль. основательно так подготовим. Угу. Это сперва можно вот Давайте так. вы сообща, ребята, потому Да. что хозяин все-таки учил все как делать. У нас специальный розжиг, гриль у нас Weber. И И поставили. исчезновение огня. Исчезновение огня. Все. Так, и это все стоит, само по себе коптится. Правильно? Совершенно верно. Хорошо. И потом к мясу, да? Все, мы очень быстро это делаем, потому что огонь нас не ждет. Мгм. Будьте добры. Теперь сперва мы берем Ну, хочешь Лешу Нож. сегодня ему? Аккуратно. и Аккуратно. чистим эту кожицу. Ну, то есть Ну, ее не нужно. Не надо чистить? Нет, ну, в смысле, она не нужна, я имею в виду. Она не нужна, да. Хорошо. Для супа она нужна. Вот. Быстрая пятиминутка, мариновка, пятиминутка, да, получается? Мариновка, минут 10-15. Ты же можешь вот так Я могу располовинить. пока соль, перец сюда сыпать. Да. Ну, лучше режет. Круто. Круто режет, да. Чуть-чуть. Матронист. Чуть-чуть круче, да? Леш, Да. мы не отступаем в нашей передаче от традиций, и поэтому, опять же, таки вопрос. Расскажи немножко о себе. Откуда ты родом? Я родом из города. Я городской парень. Иногда умею говорить по-русски из-за этого. Город Верхоянск. Город Верхоянск. И у меня спрашивают, как ты стал фокусником, да? И говорю, город Верхоянск, улица Кирова, 76. Так. Называю свой адрес дома. Вот. Для некомпетентных людей это вообще... Это где? Где это? Надо туда поехать. И потом... Так я шучу. Со временем там дом-музей откроют. Дай бог. Типа, здесь жил. Да. Да.
Это, Нет, здесь родился, и в Родился, молодости жил. Вот, Да, вот, в да. детстве провел отрочество. Так. Мгм. Рассказывай. еще, ну, люблю, конечно, уже охотиться. Ну, раз уж ты Верхоянский, ну куда Да, деваться-то? Да, куда деваться. Да, еще и зайцы были, И зайцы. и звери там полно, я знаю. Гуси летают, утки летают в огромных количествах. Я вот иногда не могу понять, почему они летят сюда. У них же, они же из Китая же, там же все. Китай, Корея, да, Да, гуси оттуда Китай, летят. ага. да. Там же Теплее, там лучше. теплее и лучше, и погода, А, как говорится, эволюция у них не спрашивает. да? Да. Ничего себе. Ну, так получается, что они, они каким-то образом... Это пусть лежит. Почему-то не думают, что у них здесь родина. А родину не выбирают. И, видимо, они летят из-за этого. Но тут же очень много этих зверей Ага. опасных. Да, негативных вроде как бы факторов, но Но- как бы это, тем не менее, это летят. Ну, ты с детства, получается, с охотой, с рыбалкой. Да, с охотой, с рыбалкой. Ну, ладно, это... Ну, как же... Задай мне вопрос, как я стал фокусником? Вот, да. Нет, ну я вот мы потихоньку хотим дойти. ну, хорошо. Ну, допустим, представим, Алеша маленький, учится в школе. Ну, ходил, наверное, в садик, учится в школе. Ага. И когда уже первые признаки сознания в голову твою вселяются, ты начинаешь думать, всегда же у нас так. Хотя, Ну, кто-то говорит космонавтом, кто-то говорит динозавром, кто-то говорит я строителем, кто-то считает, что станет учителем. А ты вот какой ответ задавал? Ты какого года рождения? Я 75-го. 75-го. А ты? 83-го. Мгм. Но так как твоя юность тоже 80-е, 90-е, так? Мгм, да. Ты вот в 90-е кем хотел стать? Я понять не имел. Я в детстве, почему-то у меня отец строитель, я тоже думал, что стану строителем. Когда я маленький был, говорили, Петя, кем ты станешь? Говорят, что я говорил мас-мас. Типа потому что я стану с деревом работать и тоже это, стану строителем. Ага. Нет, Ну, нет. Ты, наверное, об этом попозже подумал. Нет, это я Потому- нет. как раз очень маленький, как раз очень маленький, когда был. об этом Когда думал. очень маленький. Да. Когда очень маленьким был, я хотел быть хирургом. Ага. Да? Потом Врачом. врачом, да, конкретно хирургом. Потом я хотел стать в 90-е годы, знаешь, кем? Жан-Клодом Ван Дамом. Ага, так. Я хотел бы был как похожим быть как Ван Дам, Пин- Лунгрен. Пинать всех. Со всех пинать, да. Ага. Желательно всех. Желательно. Да. И с разворота. Сразу со Да, да, шпагатом. в прыжке с разворота. Так. Вот. Ага. Ну, ну, Но Есть- слава богу, понять, что это не удается. это на самом деле, если бы не они, я бы, наверное, не стал бы артистом, потому что моя профессия же, я же окончил актерское искусство в АГИКИ. Мгм. Тоже до старших классов у меня эта мысль была. Я допоздна мечтал быть артистом Голливуда. Мгм. Вот. Артистом Голливуда, Ну, то есть киноактером. да, киноактера, и поступил на актера. Мгм. Вот. И когда я думал, что когда-нибудь у меня попадет шанс на кастинг куда-нибудь попасть, меня заметят Так, и пригласят, куда-нибудь. как Токтарова, туда, в Голливуд. Ага. Вот. Да? Сейчас мы... И на самом деле я фокусником стал совершенно случайно. Мгм. Абсолютно Ну, случайно. то есть, подожди, ты школу закончил, и вот школу закончил, ты АГИКИ пошел. Нет, я сперва пошел в колледж культуры поступать. Ага. Меня не взяли. Так. По специальности я все прошел, и Сказали, недостаточно артистизм. нет. И на каком-то предмете, то ли изложение, то ли сочинение, там я не прошел. Ну, Нет. как бы... Это было изложение. Поверь мне, так как я хотел быть артистом, то есть я уже должен быть уже гуманитарием, так? Ну, да, ну, как бы это не техническая специальность, да, скорее гуманитарий, да? Да, Так. гуманитарий. По-русскому, в общем, я не начитанный, но читал, Мгм. да. И когда было изложение, я начинал писать изложение.
я все помнил, я все записывал, какие моменты, да, в черновике, Да-да-да. чтобы не забыть, и начинал писать. И так как я открытый человек, я никогда вот так не делал, о, не списывай меня, не списывай меня. И я все написал, и рядом сидел парень, и он начал с меня списывать. Мгм. Ну, то Потом- есть, поняв, что тут за ним рядом с ним красавчик. Так. Но я вижу, он почти один к одному списывает. Прям текст. Вообще. Тебе это не понравилось? Началась драка? Нет. Я- Мне было не важно. Но я видел, ну, наверное, так можно, я не знаю. И знаешь что? И нам обоим поставили двойки. Ну, то есть, как бы, вдруг поняли, что как бы это... Да. Не разбираясь, обоим красные карточки. Да. Да-да-да. Когда два футболиста на поле начинают друг друга мутузить, они как бы долго не разбираются, обоим красные карточки. Ну, то есть так делать нельзя и все. Да. Понятно. Ну, то есть ты не был знаком с правилами игры. Я не, ну, возможно, это даже было и к лучшему. Так. Потому что я потом, я не поступил, и 3 сентября в 2001 году был набор, тогда только открывался АГИКИ, и был добор на актерское искусство. Был мастером Андрей Савич Борисов. О, Да, и авторитет. да, так как... А так как ты хотел стать актером Голливуда? Да, да, тем более. Да-да-да. Да, А и- вот шанс, да? Да, и... Я Мам, нормально сделал? А, хорошо. Мама- Шеф говорит, что нормально. Ага. чего нормально? Ну, я чеснок режу между собой. Помогаю как-то тебе. Ага. Мне задание дали, вот, понимаешь. Ага. Рассказывай, все очень интересно. Я уже чуть-чуть... Андрей Савич, ты попадаешь в творческую мастерскую Да. и учишься. И учусь. Ага. И знаешь что? Когда я поступил в АГИКИ, ну там все как по маслу пошло. Актерское пошло, там опыт мне дал. То поступление в колледж культуры. Опыт дал, что надо как делать. Там школу я прошел, все по-тихому. Но, если честно, я после даже окончания института АГИКИ, я заочно поступил на экономико-правовой институт ЕИП. И окончил. У меня еще есть вторая вышка. По Еще одна профессии. корочка. Да. На всякий случай, если вдруг артистом не получится, то можешь там бухучет кому-нибудь, да? Сальдо-бульдо свести. Да, свести. Я, наверное, стану бухгалтером Дольфа Лундгрена. На всякий Хотя бы, случай. да. Хотя На бы, всякий да. случай. На Ну или всякий- хотя бы Ван Дамма, да? Да, хотя бы Ван Дамма и тому подобное. Ну. И Я знаю, что они зарабатывают много, надо будет считать эти деньги. Да, много. да. И там тоже я поступил спокойно, и сдал госэкзамены, и в том учебном заведении, и в этом. И Вот этот чеснок сюда, Петр. А остальной чеснок сюда, да? Нет, вот этот, куда чеснок. А, вот этот? Хорошо. сюда, да? Оставшийся в масло. Да. Все, сейчас оно будет. И Аккуратно. поступил там, и там. Все, с первого раза все сдал. Как ты думаешь, почему у меня все это легко получалось поступать в учебное заведение? Ну, не знаю, ты был, наверное, очень умный. Нет. Нет, да? Я даже иногда считаю, что я совсем не умный. Ну, то есть самокритичный? Нет, У тебя хорошо получалось налаживать контакты? нет, Да что такое? Везучий просто. нет. Знаешь что? Я хорошо умел прятать шпоры. Ну, ё-моё, ну ты как бы это... Фокусник, Уже иллюзионист. иллюзионист, Да, да. никто не замечал. Тупо списывал. Тупо списывал, Да, да. что такое? Ну хорошо, чистосердечное признание облегчает вину. Ну сейчас Да. ты спустя сколько лет ты можешь признаться? Да, сейчас я Что так и могу. было? Да, я все списывал, и вот из-за этого я не знаю, что я умный ли или я не умный. Я по сей день иногда сомневаюсь. Да-да-да. Вот. Так. И, ну, когда я уже поступил в Уфимский институт, там были моими мастерами Андрей Савич, Александра Гавриловна, Юрий Николаевич Козловский, царство ему небесное, Сергей Потапов. Да. Очень Режиссер. было, да, очень много. Короче, они все были моими мастерами, и от каждого у меня остался в моих выступлениях их почерк, оказывается. Ну, то есть в любом случае учителя же накладывают все равно какой-то отпечаток. Ну как, ты же Да. у них учился, правильно? Да, и бывает же... Прикинь, ты учился бы у Ван Дамма. Прикинь, был бы как Ван Дамм, а? А почему нет-то? Ну да. То же самое, да. Вот это вроде закончилось. Пока. Так, замариновалось. Это потом тоже нарежешь? Пока. Ага, да. это я же продолжаю нарезать? Сюда. Да, Семен? Да, сюда. Я медленно, но хорошо режу, кажется.
Отлично, Ключевое слово. excellent. Да, как говорится, я тоже не знаю, хорошо ли я режу. но Как ты. Да. Умный ли я или я не знаю, хорошо ли я режу, я не знаю, но вот я продолжаю резать. Как говорится, за 1,5 года можно было и научиться толком резать. Итак, Итак, сейчас. Потом, все-таки актер, но есть же многие актеры, обычно актеры становятся режиссерами чаще всего, да? Они не становятся фокусниками, да? Вот актер играет в театре и начинает снимать... думать о том, чтобы... оказывается, я тоже сам могу то же самое сделать, да. Да, Рано или поздно хотят Да. стать режиссерами. Ага. да, становятся режиссерами, сценаристами. Когда я тогда читал книгу, была такая серия «100 великих и многоточие». То есть 100 великих театров, 100 великих сооружений. Это такая серия была, да. Да. 100 лучших философов я Да, больше да. читал. Ага, хорошо. Вот это пойдет или еще надо добавить? Все, хватит. Да. И когда я читал эту книгу «100 великих театров», там театр Антонина Арто, Немировича Данченко, Станиславского, и театр, японский театр Но, Кабуки. Это тоже надо. И Надо нашинковать и туда. там был такой театр, называется театр Марселя Марсо. Марсель Марсо. Знаете такого, да? Да, слышали. Я слышал. Великий французский мим. Да. Да? И из этих 100 театров он только в моем воображении сделал вот такое. Потому что, когда ты читаешь Станиславского там в сериях, да, там ты видишь, воображаешь сцену, воображаешь бутафорию, там актеров, да, музыка. Вживаешься, Да. переживаешь эти эмоции. Не, сейчас, ты не то. Не туда пошел. Когда ты читаешь именно историю театров, ты воображаешь театры. Там сцена, актеры, бутафория, там реки и тому подобное. А в театре Марселя Марсо, так как он был мим, там была абсолютная тишина, черная сцена, и только один актер в белом лице показывает весь мир. Пантомиму показывает. Ну, да. Да? И это... Семен, я извиняюсь. Сюда же, да, Семен? Да. Так. И это меня поразило. Как, Ты впечатлился. как один актер мог показать весь мир? Моноспектакль. Правильно? Да, он не говорит ничего. Да, ну... Вот так ходит, что-то там тянет, тянет. Потом других человек на Ютубе есть вообще. Семен? Нормально. Наоборот. Прошу прощения. Компетентного человека я. Не, нормально. Да? Ага. И когда... И я начал увлекаться пантомимой. Ага. Этой штукой. Вот, этой штукой начал заниматься. И я понятия не имел еще в институте, что я стану фокусником. Ага, ну то есть ты учился, и, И- вроде как бы ты уже заканчивающийся актер, уже, учеба заканчивается. учеба заканчивается. Там на 3-м или на 4-м курсе. Ну, так как я актер, я же знаю, что в Европе, во Франции, ну, вообще в европейских странах есть площадя, и там и играют, и художники, и мимы есть. Особенно во Франции, да, Да, все во вот Франции, эти. Испании, да. На ходулях там что-то ходит. Ага, так. Или там часами стоят вот, Да, как камень. И я Ага. разукрашенные. в начале нулевых одел лосины, трико, белое лицо, белые перчатки и вышел на площадь Орджоникидзе. На площадь Орджоникидзе. Но сейчас это слушать легко. Но перебороть себя Но, в то время, в начале нулевых, да. выйти на Орджанку и делать это. Что-то я оделся, пошел, и комплекс такой сильный. Все равно, да. Да. Типа, как сказать, как сравнить это? Как сравнить? Вот, Петя, поднимись вон на той крыше. Садахпулу, типа того же, да? Типа такого, как, ну, это, конечно, сравнение не то, но тем не менее. Ну, да. условно, раздеться догола и до Орджанки, до площади Ленина пробежаться. Ну, да. что-то типа такого. Да, Да, все и- равно это обнажение души. Да, обнажение души, это трико Тогда еще в начале нулевых. в начале нулевых. За такое могли и побить, да? Да, типа того, да, легко. Вот ты взял Надяна. Да. Я пошел, ну, я переборол себя, потому что в актерской профессии они заставляют перебороть себя, чтобы вжиться в роль. Да? И
Система как раз Станиславского. Так. Ага. И переборол себя, вышел, положил шляпу, так, месяц май был, положил шляпу, и начинал показывать элементы пантомимы. Да? Там канат, ходьба вместе, против ветра. И за 15 минут на шляпе я увидел 316 рублей. Тогда. Тогда. Так понял, у меня получается. А у меня-то 500 получается. рублей была тогда стипендия. Да, степуха А была я так. за 15 минут 316 рублей. Запахло деньгами. Это эквиваленту сейчас сколько? 1500-2000, наверное, да? Нет, тогда в буфете можно было поесть за 50 рублей. В этом, в студенческом буфете тогда. За 50 рублей можно. А мне было на неделю это вот типа. Целый паек на неделю, да? Ну, где-то, да, около 2-3, наверное. И Так. люди вот так. Тух. Потом я этим увлекся, часто начал выходить. И самое удивительное то, что искусство пантомимы — это, скажем так, специфический жанр. Когда вышел мим, зритель должен видеть то, что делает мим с начала и до конца, чтобы вникнуть. Да. Ну, то Где- есть сопереживать вместе с ним, Да. да. Что В них- хочет то есть передать, да. Он Понятно. для начала показывает стол, типа вот так стол, тут кружка, тут бутылка, и наливает, и зритель это все видит. Мгм. И Ну, когда- то есть он чтобы должен он понял, представлять что там себе, происходит. о чем Он шубой, а уже- не просто какой-то банальный этот, Да, он такой разрозненный вначале диск. так тихо по это показывает, и потом, когда идет уже сюжет, что-то он с ними делает, и если зритель перейдет с середины, он не поймет, что он взял. М. Он не понимает. Ну, А то есть он же и- вначале же да, показал. спектакль, да. Да, Могу жить. да. И на улице надо показывать не сюжет спектакля пантомима, а просто элементы пантомимы оказывается. Мгм. Типа воображаемая стена, канат, ходьба на месте и тому подобное. Как бы сказать, мини-зарисовки. Да, мини-зарисовки. Ага. И когда вот пришел зритель, на тебя смотрит, и он видит, стенка показал, хорошо, канат, ходьба на месте. Ага. И становится ему скучно. Да? М. И, я смотри, каждый человек, я уверен, что каждый человек во всем мире когда-нибудь показывал фокус. Я уверен, что ты тоже показывал. Я и даже умею с картами. С картами. Ну, я же сказал, каждый. Я даже знаю, уверен, что Семен даже когда-нибудь показывал фокус. Ну, может быть, что-то было такое. Уверен. Когда знакомился со своей будущей женой, он фокусы такие устраивал, да, шутка. Может быть. Да? Вот наши зрители тоже. Да, я, да, уверен, да. я уверен, что У нас они тоже... уже 2 зрителя есть, Да. как минимум. Да. Привет! Хозяева И- тебя смотрят. И вот. Но и я еще говорю то, что в 90-е годы, конечно, время было очень сложное. И мои соседи, взрослые люди, я дружил с их детьми, и их родители играли в карты. Ага. Да? Я маленький, смотрю, как они играют в карты. И когда иногда, когда я к ним подходил, они начали показывать фокусы. Маленькие. Я вообще, это для меня вообще взрыв мозга. Потом они... Исчезновение карты. Да, там, еще как- Угадывание карты. Говорит, положи Угадывание, сюда, и да, говорит, потом да. говорит, вот туз пики. Типа, да? Как? Да, и оттуда все и пошло. И то, что... были элементы у меня фокуса. Ну, то есть это тебя, как бы так, скажем, где-то твои струнки твоей души все-таки Да, дергало, да, получается? да. Думал, такой, блин, я тоже так хочу. Вот именно вот это, наверное, чувство было Да. в первую очередь. И да, Типа, я тоже так могу. Типа, смогу. Ага, Они тоже, смогу, да. наверное, тоже смогу, если они могут. Либо вот бы так научиться, да? Да, либо... Ага. Ну, конечно же, простые фокусы они меня научили. Я начал увлекаться. Ага. Потихоньку. Ну, конечно, в то время, в 90-х, не было интернета. Ни литературы, ничего, Ни так как лит- толком нет, абсолютно. да. Что-то я умел, что-то не умел. Там превращение 100 рубля в 500 рублей, это я умел. Да? Это классические трюки. И во время пантомимы я начал показывать с этими предметами. Вот 10 рублей, 50 рублей. Либо деньги есть, они исчезли. Шарик есть, шарик исчез. И зрители вообще... Все, блин. И я почувствовал, что... Оказывается, ты можешь массы как бы трогать, да? Овладевать умами людей. Ну, типа, вот это шоу, а не то, что нас в институте учили актерскому мастерству. Так, не надо, если ты начал, плохо сыграл, а так легко. Не верю! Типа, Да, не верю туда, скучно. Ну, весело, но если вот фигурально выражаясь, то так, да.
плохо сыграл, ну, как бы правильно сыграл, но они там не верят и тому подобное. А это мне всем, как будто они верят в это. Да, ну правильно ты сделал. Я сказал, где Эс, канары? Даже такой бывает момент, смотри, ненормативная лексика. Абе! Секунду. Это моя шутка. Я эту штуку своим нарбутом. Как это будет? Как эту штуку? Развил. Развил, да. Эту штуку то есть обалдеть. Ага, обалдеть, да. Да, потом я начал шутить. Что-то у меня типа фокус, что-то не... Я говорю, обалдеть. И все начинают ржать. Вот. И вот потихо я стал уже Щепотку юмора, да? Да, щепотку. Ну, у меня и фокусы с элементом юмора есть. И так я стал уже фокусником. Потихо. Так, маленькими Да, шажочками, маленькими маленькими шажочками. шажочками, да. Итак, ну все-таки как? Учебу ты закончил, Учебу закончил. получил диплом. Диплом. Написано в нем артист. Или Артист. как? Артист театра. Артист театра и кино. Артист театра и кино. Но так как тебя никто и в Голливуд не пригласил, скорее всего, ну, либо и приглашали, ты не пошел, либо ты как ты начал трудовую деятельность? Как Я- все начиналось, В скажем так? 2007 году, когда я окончил, я... Да, первое свое выступление, может быть, расскажешь, да. Ну, Выступление чего? Ну, как- Сейчас. Это тоже... за которые тебе деньги заплатили, ну, да, реальные, например, куда-то пригласили, да, допустим, вот ты же сейчас, то, что чем сейчас занимаешься. Я в 5 курсе я начал думать, как же популяризовать фокус. Мгм. Да? Потому что ты уже как бы поднаторелый там, да, среди Да. друзей, где-то там Да. в тусовках, Да, там, показывать, да, люди уже восхищаются, Да, ты уже восхищаются, чувствуешь, что, да, да. оказывается, получается людей хорошо. немножко облапошивать, ла-ла-ля-поля, ну, как бы так, выдавать Ну, короче, показывать шоу я умел уже. шоу, да. Я умел. И надо популяризировать, чтобы меня уже не только друзья и родственники знали, чтобы все знали. Да? И я пошел. Тогда же не было интернета, Инстаграм и тому подобное. Да. Ну, и это, конечно, был, но не каждый умел сидеть. Да. Так и, И был- доступа не было. Да, и Домашних компьютеров, ну, как бы Да. класс отсутствовал практически, да. Так. И я пошел на конкурс «Мистер Якутия» Так. в 2007 году. Нет, да, в 2007 году на 5 курсе. Мистер Якутия. Да, это 7-й год, февраль месяц. А что когда там надо День было защиты. делать-то? Там все спортсмены жим лежа, бегают, мастодемы, все вот такие качки. А я, что ты, кто-то такой, девятка, гоняют, король куда-то. Ну, конечно, да, ну, как бы по сравнению с ними, ну, получается, как бы какой-то щупленький пацан. Ну, Хорошо? шипленький пацан подошел. Ну, конечно, я с ними начал, ребята, подружился, общаюсь, сейчас до сих пор общаемся. Я же популяризовать фокус пошел. А И- как ты видел это? Ну, где эти соприкосновения-то? Тут как бы Да, сильные люди. да. Ну. Там есть в любом конкурсе в конкурсах красоты и мужских, там есть творческий конкурс. Ага. Self-presentation. Да. Да, так. И я начал показывать фокус с деньгами. 100 рублей, 2000 рублей. Эй, косарь. 1000 рублей. Все, Несуществующие 2000 рублей. Там уже подкололся. 2000 рублей. А таких же денег нету. А у меня есть, типа. И Строгородские огни вообще. «О!» И в каждом моем... еще знаешь, что было? Там было разобрать, автомат калашникова разобрать и собрать. Ага. Ну. Ну, Да? вот какие-то такие тоже моменты Да, были. такими- И я тренировался автоматом калашникова. Ну, есть же, почти же одинаковые. СКС и тому подобное, как разобрать. Все же на одной базе. Я приноровился уже. На подпольном рынке купил калаш и тренировался. Нет, там... Каким-то образом достал калаш. Там каким-то образом достал калаш и начал на скорость. И был конкурс уже, тот конкурс. И они разбирали полностью, ребята, да? Ага. Но они забывали снять магазин. Вот такие элементарные моменты. Там снять... Вот, то есть ты все разобрал, но не снял магазин, это уже считается... Да, косяк, да. Косяк, Ну, как да? минус балл. Да, минус Я балл. знаю. И стоял, что делать, что делать? Сними вот это, сними. И он, много же говорят, а он не понимает, что снять. А тот стоял с часами так. Такой, тыш, положил, снял. Ну. Он с часами, он такой, о,
Ну, он специально, нет, он... Стебет стоит. Да, да. И чё, давай. Потом вышел я, он типа тоже, что за хилый парень, да? Я подошел, он говорит, смотри на него, говорит, нажал, и я, все, очень фух. Он так, о! Ага. Он вот так, Да. да, он... Все разобранное. Да, Соврать. Он удивился сам, Ага. за 7 секунд разобрал, Ага. за 7 секунд. Ну. Потом сборка за 14 секунд собрал. И в каждом моем выходе зал аплодировал. Мгм. Ну, то есть ты запомнился. Да, я запомнился. Да, тем более, что ты, ну, как бы уже умел шоу. Ну, то есть ты взял именно шоу. Ты не был силен, скорее всего, перетягивание палки ты Да, всем, наверное, уже... в таких как бы, физических это- конкурсах я был всегда последний. Ага, да. Я, наверное, умею бегать быстро, но не так, как спортсмены быстро. Ага, ну, там бегали еще быстрее. Ну, не Там суть. бегали, Ну, короче, да. там, где нужно было тебе проявиться, ты себе показал. Да. Да, то есть это тоже дало толчок. Там, кстати, кто победил? Не Петя Говоров? Не, там Нет, да? А то, потому что я что-то помню, у меня какой-то Седьмой. плакат был у детей, там с Петя Говоров стоял. Ну, не суть, ладно. Пятиговоров? Да. Нет, нет, он позже, походу. Говоров позже. Позже, да? А, Вроде позже, а да. кто победил? Не помнишь? Черепчинский парень. Какой-то сильный чертистский парень. Какой-то сильный, невероятно сильный чертистский парень. Хорошо. Нет, да. Прости меня, я забыл тоже имя. Если смотришь нашу передачу, Да. прошу понять и похостить. Столько времени прошло. и Да, воды столько утекло. времени, да. И воды утекло. Да. Так. И все, и пошло-поехало. Потом я ходил всяким вот стран Мусхая, чтобы показать себя, я могу выступить, и они меня... Тогда еще не было популярно там банкетные залы. Мгм. А вот Мусхая делал шоу-программу. Люди не знали, как праздновать просто. Да. Мгм. И я к ним подходил. Вот я за 500 рублей готов вам показать. Что-нибудь, да? Что-нибудь, да. Да, что было интересно вашим зрителям. Тогда были творческими именно площадками для, скажем так, независимых артистов. Ну вот новогодние эти, Да. например, да. Ну вот Новый год театра оперы и балета, собственно, и все. Таких больших массовых концертов-то не проводилось, по большому счету. Потом, Тарелку. Тарелка, сервировка. Эй, себе. Это тарелка. Ну, пусть назовем тарелкой, хорошо. потом я Новый год 2009 года, я же актер театра, в Сахатеатре работаю. А, так ты все-таки актером пошел. Я Я, вот актером пошел. я поэтому и Да. спрашиваю. Да. То есть ты учебу закончил, но ты же не пошел на следующий день. Все, я пошел и сразу пошел Нет. фокусы свои шоу делать. Нет, нет, А, нет. актером все-таки ты проработал. Да, проработал актером. Но Желанный голубой берег не ты, да? Я шучу. я там был, Был, да? был, Бубен был. Бубен бил. И еще, знаешь, вот там стоит Аял Мосов, да? Ага. Я должен был ему преподнести колотушку, чтобы... А с другой стороны кто-то бубен дает, да? Ага. И я вот... Аял так стоит в образе. Ну, репетиция идет так, да? Андрей Савич репетирует, я колотушку вот так. Ну, прямо так, держи так. Держи и дай, да? Типа, Аял должен вот так. Я должен норовиться к ему, к руке, и он должен так просто захватить. И Ага, ну то есть, пум-пум-пум. несмотря на тебя взять, Да, короче, да. Андрей Савич, Гольдеров, что это? Ты знаешь, что это такое? Ты должен сделать, одухотворить этот предмет. Так, Что это? да, что это? Живой символ чего-то там. Да, чего-то с душой, вот так. Я окончил институт актерский. И на работе понял такие вещи. Это я запомнил. И теперь каждый мой предмет в магии, я каждый предмет одухотворяю. Мгм. Ну то есть, то есть- пытаешься оживить. Да, оживить. Что это не простой платок. Ага. А так, чтобы он как-то Да. своей жизнью еще жил, да? Да, своей жизнью. Свою душу какую-то имел, да? Да, и тогда тогда картинка уже полная. Мгм. Да, ничего не добавить и убавить. Итак, смотрите, у нас Семен тут между тем какую-то такую Есть уборочку шикос. соорудил. И Миско мне разрешает фото делать для соцсетей, потому что это тоже очень важно в наше время. Смотри, как красиво получается. Можно я свой сотовый тоже? Я тебе... Ну, давай, возьми. Да, Сегодня нам можно все.
Да, сфотографируй, пожалуйста. Фотографируй, фотографируй. А еще и сервиранет сейчас. Смотрите, как классно. Прямо здесь будем резать. Прямо там и резать, да. Да. Суть до дела, как говорится. Между тем, мы уже гриль убрали, и Семен, смотрите, давайте сначала на камеру мы покажем, да, как у нас все классно получилось. Леш, посмотри. A little bit magic. Да. Я ничего не делал, оно само Да, приготовилось. она сама приготовилась. Давай, Семен, Я подрежу. да, подрежь. Ага. Вы поменяйте ребята местами, я тебе даю нож. Ну, конечно, нам нужно попробовать, что у нас получилось, это первых. А во-вторых, ребят, я уже в начале передачи упоминал, что мы летний цикл передач начали сегодня только, да, и мы находимся на даче у Альберта Окорокова. Они уже здесь уже сидят как телезрители, хозяева попросили, Алексей не отказал, и так как, хотя и наша передача, скажем так, кулинарное ток-шоу, но мы немножко ее видоизменили. Хлеба и зрелищ. У нас есть хлеба, у нас сейчас будет немножко зрелищ. Да, Леша? Совершенно верно. Да, давайте сначала вот, по кусочку попробуем, что у нас получилось. Подкрепимся. Обычно после выступления кушают. Ага. Ну, после выступления тоже. Мы тебя покормим после выступления тогда. Итак, немножко фокусов, немножко зрелищ. Как мясо? Катанах. Ктанах. Это переводится как шикос. Вот. Либо у меня такой попался. Говядина у меня попалась, походу. По мне вообще нормально. Ну, возможно, у меня говядина попалась, вам же ребятина, походу. Может быть. Да. Да, у меня реально говядина. Да, Magic. Magic. Кубик. Кубик Рубик, да? Это народное название. Официально автор этой игрушки его назвал Magic Куб, то есть волшебный кубик. Почему же он волшебный? Как вы думаете? Можно собрать вот так. А еще можно собрать вот так, смотри. Можно собрать вот так. Перемешать, 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 перемешать. Камера у меня фронтальная, да? И вот так, смотрите. Видно? Я просто... Фу, и он уже собрался. Во, да? Потом, ну, сзади тоже там отдельное шоу, да? С заднего ракурса. Теперь, смотрите. Я, дорогие ребята, умею собирать какие-то... Ну, умею собирать кубик, да? Но один способ у меня никогда не получалось. Это его собрать не глядя. Я знаю секрет, но у меня не получается. Может, мне поможет... Кто хочет мне помочь? Да, сперва она. Да, сперва она, да? Стань вот так, не двигайся. Хорошо? Следи за кубиком. Видишь кубик? Следи за кубиком. Сейчас я с этим секретом я поделюсь только с тобой, ни с кем больше. Хорошо? Я спрячу за спину и смотри. Мне научили делать так. Взять кубик, держать так и делать так, 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 потом так, 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 так и так. Запомнила? Подождите. Ну вот у меня не получается, да? Может, у тебя получится? Стань вот так. Где должны быть наши руки? Да, за спиной, да, мы берем кубик и передаем тебе. Да, держи кубик и делай так, как я тебе только... Ну-ка, покажи-ка. Когда я тебе дал на руки, ты собрала же. Нет. А как я мог собрать? Спасибо. Теперь, смотрите, теперь фокус за деньги. Кто любит деньги? Да? Все любят деньги. Все любят деньги, да? Теперь волшебная палочка. Я положу себе вот в этот вот карманчик, да? Ваша задача угадать, где находится шарик. Если вы угадаете, где находится шарик, если вы угадаете, да, вы выигрываете у меня денег. Да? Если вы не угадаете, где находится шарик, да, если не угадаете, вы мне должны деньги, хорошо? Как? Хорошо? Смотрите, я кладу шарик сюда, осторожно,
Я его очень медленно накрываю. Вот, да. Потом, смотрите, я возьму волшебную палочку, да, потом делаю так. Абра-кадабра. Где шарик? В кармане? Как? Сзади, что ли? Здесь нету? Тут вот здесь? Нет, он же здесь. Дайте мне деньги. Еще раз показываю тогда. Смотрите. Оп, мы берем, крепко держим, касаемся и... Где шарик? Нету там. Нету. Где шарик? Опять не угадали. Деньги. Деньги у меня. Деньги. А он у меня в этой руке. Вот. Еще раз медленно. Я его крепко держу. Да? Положите, я положу его в карман. Карман, где мой карман? Положу в карман, да? Еще раз, смотрите, еще раз. Смотрите внимательно. Я беру шарик, крепко держу. Беру, что я беру? Палочку. Касаюсь. Где он? В этой руке? Или здесь? Вот здесь, да? Нету. А, вот здесь? Нету. Сядь. Где же он? Он, конечно же, здесь, да? Потом я его кладу себе в карман. Где шарик? В кармане или там? В кармане? Конечно, он у меня. Я же положил его в кармане, он у меня в кармане. Если я его кладу в карман, он у меня в кармане, но не тут. Ну что это же тут? А? Мандарин. Откуда мандарин? Когда мы берем палочку, это тонг-тонг-тонг. И второй мандарин. Вот. Спасибо за внимание. Да. У нас, как говорится, и хлеба, и зрелищ. Ну что ж, Леш, Зрители сняли, да? Слава богу. а? Камера для зрителей есть. Камера для зрителей сняли. Давай, подходи. Эфирное время, к сожалению, не Заканчивается. резиновая. Передача наша потихоньку подходит к своему логическому завершению. Традиционно мы гостям даем слово. Пожалуйста, дружище, пожелания нашим телезрителям. Хотя ты не все рассказал, как ты признался, да? Ну ничего, это значит повод в честно, следующий да. еще раз прийти, может быть. Видишь, тебе же понравилось самому. Хотя ты долго отпирался. Это шутка. Ну, что же мне сказать? Вот то, что я вам только что показал, это просто магическое шоу. На самом деле, волшебство мы можем подарить сами своими поступками. Делайте, пожалуйста, побольше для своих друзей и близких, побольше волшебных поступков. Спасибо. Ну, а я Петр Цепандин, Семен Тарбахов, Алексей Гольдеров. Леш, спасибо тебе еще раз большое. На этом потихоньку заканчиваем. Просто вкусно. Канал Якутия-24. Просто вкусно. Давай, друзья, налетай. Семен, ну режь уже, давай. Уходим за кадр. Спасибо. Пожалуйста, кушай.